это объяснение, значит, теплоэнергии и управляющей компании, значит, произошел прорыв центральной трассы, та, которая идет. Для ее замены, значит, были предприняты меры для того, чтобы я думаю, что сейчас теплоэнергия нам этот вопрос объяснит. Сегодня присутствует, значит, у нас глава микрорайона Маха Николай Анатольевич и депутат городской думы Андрей Викторович Лебедев. И теплоэнергия у нас присутствует тоже тот, который должен дать сегодня ответы. Предварительно было проведено 3 совещания на уровне главы города Якутска. Было проведено совещание, где глава города Якутска дал задание в короткие сроки устранить то, что произошло на центральной трассе, та, которая является подводящей. Я думаю о том, что сейчас вам теплоэнергия это объяснит. Но если вы думаете о том, что никто ничего не делал, ну, наверное, вы не правы. И, значит, у теплоэнергии можно будет задать вопрос, когда будет дана вода, техническая вода. Понятно? Пожалуйста, давайте вам. Всем здравствуйте. Сначала представлюсь. Меня зовут Наумов Гаврил Николаевич. Я являюсь заместителем главного инженера АО «Теплоэнергия». Как вы знаете, да, у нас ежегодно, да, проводятся гидравлические испытания. Это согласно правил, да, вот, тепловых сетей. Вот, в результате чего, да, у нас появляется, мы выявляем дефекты и, соответственно, начинаем все устранять и, как следствие, готовиться к отопительному сезону следующему. Вот. Соответственно, установленные сроки были проведены гидравлические испытания, в результате чего у нас произошел порыв на магистральной сети, и, соответственно, мы занимались ремонтом. Да? Буквально вчера мы провели, уже все сделали и провели гидравлические испытания. С сегодняшнего дня мы займемся заполнением сетей. Вот. Что касаемо именно вот подачи воды, да, не подачи воды, а заполнением трубопроводов, да, то есть по-хорошему, да, по-хорошему вы не должны пользоваться теплоносителем. Ну да, конечно, да, мы понимаем вот. это. Должны были воду Во-первых, провести. это, соответственно, подготовленная вода, умягченная и так далее, с химическими примесями, щелочью и так далее. То есть для пользования оно не предназначено. Для питьевых целей. Да. Ну и для Вообще остальных. для пользования или для питьевых? Нет, для пользования вообще оно не предназначено. Тогда у меня встречный вопрос в главе. Когда у нас КЖС? Подождите, давайте мы дослушаем, Вот. да? И Давайте второй человека момент, послушаем. да, второй момент. Мы как бы не обязаны вот эту воду предоставлять населению. То есть за это предусмотрена гражданская ответственность. По-хорошему. Если мы найдем того, кто сливает, да, он будет оштрафован. Согласно Гражданского кодекса. Там предусматривается наказание в виде штрафа 15 тысяч. Дослушаем, всех выслушаем, а потом будем. Ну и, соответственно, да, вот с сегодняшнего дня начинается, как я повторюсь, да, заполнение сетей, и, соответственно, уже мы будем готовы к отопительному сезону. Ну, все. Сразу задам один вопрос, который волнует всех. Сразу. Скажите, вы центральную трассу отремонтировали, сделали, и буквально с сегодняшнего дня вы начинаете ее заполнять. Это первое. Второе. Если пойдут порывы внутри домовых, как здесь уже будет работать управляющая компания. Да. То есть, уважаемые жители, здесь нужно будет понимать, если в вашем доме пойдет прорыв в какой-то квартире системы отопления, дом закроют и будут ремонтировать целиком дом. Это ясно, понятно, да? То есть в отдельно взятой квартире этого не будет. Следующий момент. То есть 10 лет назад, я в самом начале обратил ваше внимание на то, что 10 лет назад было разрешение о том, что микрорайон Марха может брать систему отопления техническую воду. Да, для нужд. Это для нужд Чье это было разрешение? администрации города Якутска. Ага. Для нужд города Якутска. Тем не менее, значит, сейчас мы заслушаем Николая Анатольевича, главу Марки, по планам и развитию дальнейшего нашего водного хозяйства, как будет проходить в целом дальше водоснабжение микрорайона Марха. Пожалуйста, Николай. Еще раз добрый день. Ну, как и ранее вам отвечал, да, и в группах, и в официальных письмах. В настоящее время сейчас АО «Водоканал», акционерное общество, да, разрабатывает проектно-сметную документацию в целом по водоснабжению не только Кирзавод, да, квартала Кирзавод, а в целом микрорайона Марха. То есть у нас пойдет большое кольцо с района Маломархи, где сейчас конечные пятерки, туда будет подведена ветка холодного водоснабжения, будет подводонапорная башня стоять, водонапорная емкость, да,
и насосная станция. Далее вода пойдет по улице Мархинской через мост новый железнобетонный, если вы видели там, да, где бывшая конечка пятерки. Через частный сектор в сторону мелиораторов будет проходить также по экспериментальной улице. Далее выходит на Маганский тракт, идет в сторону МУ-16, в сторону газовиков, заходит на Кошевого и возвращается через Малую Марху, опять же, к этой водонапорной башне. То есть это будет основная, так сказать, артерия наша, да, водная. С нее по существующим сетям, сейчас которые есть холодного водоснабжения, будет подача питьевой холодной воды с водоканала. Тем не менее, да, сейчас теплоэнергия уже разрабатывает проектно-сметную документацию, уже строит планы, чтобы заложить свою инвестиционную программу строительства новых сетей. То есть вот сейчас мы в котором стоим в квартале, да, вот именно где вот сейчас дома находятся, вот эти где. Тут нету ветки холодного снабжения. Сейчас появится пропускная способность по завершению работы, да? То есть есть возможность протянуть ветку водоснабжения Откуда ветка протянуть? существующих сетей. То есть вот сейчас то, что идет будет, вдоль дороги, да? Это Сейчас труба будет- УСИМ, насколько я знаю. сейчас будет новая труба новая, да? водоканальская, да. В этом году разрабатывают проект. Мгм. Ориентировочно строительно-монтажные работы, я еще раз повторюсь, ориентировочно, да, потому что еще проект не готов и не прошел госэкспертизу. Строительно-монтажные работы должны начаться в 2024 году. Нет, Николай Анатольевич, можно я добавлю? По поводу вообще водоснабжения. В 2018 году мы попытались подключить кирзавод к воде. Четную сторону начали подключать. Часть нечетных домов, порядка, наверное, 12-16 домов подключили, но не Вот хватает. этой трубы, вот этой, что Да, вдоль дороги, да, да, да. пытались. Но это труба УСИН, насколько я знаю. Нет, это теплоэнергетическая труба, но у нас не хватает давления. Нет, это труба УСИН. Они Нет. подводили к СИЗО, Ну, потому это- что я там жила. Да. И к ЛИУ-5. Нет. Это деньги выделяла Москва УСИН. Нет. Это их труба. Это теплоэнергетическая труба, но не хватает давления на всех. Вот это теплоэнергия. На данный момент сейчас идет перекладка водопровода, которая реконструкция улицы Можайского же идет в порту. Новая дорога. У нас сейчас водоканал прокладывает новую трубу до СМУ-16 большего диаметра. Вот мы буквально выезжали на прошлой неделе. Эту работу они должны завершить до сентября месяца. То есть мы в этом году должны получить центральную точку подключения новую, большего диаметра. То есть и увеличить давление в трубопроводе. Если у нас это дело получится, то попытаемся по существующим сетям увеличить, подключить новые дома. По кирзаводу, по крайней мере, по мелиорации. Ну, будем Андрей смотреть. Викторович, Да. буквально 2 года назад на собрании, лично из ваших уст, мы услышали такое, что в апреле месяце будет проводить 22 года, будет ложиться труба большего диаметра, и к августу месяце вот этот околоток домов будет подключен к ХВС. Сегодня уже 23-й год. Согласен с вами, потому что у нас реконструкция улицы Можайской перенеслась на год практически. Если мы планировали Нармский тракт с улицы Можайской в 2022 году полностью от начала до конца, то у нас часть работ от Стеллы Марха, да, от Каспера, начиная от поворота на переправу до улицы Можайска, до Белого озера перенеслось на этот год, на 23-й. Соответственно, работы, которые были запланированы на 20 год, перенеслись тоже на 23-й год. Но в этом году уже фактически работы ведутся. То есть, Хорошо, тогда ответьте нам на такой вопрос. Почему у нас есть ветка к детскому саду, к магазину, в той стороне, то есть рядом с нами лежащим, я не беру, тут, дальние дома, рядом лежащие дома есть ветка, со стороны Есенина есть вода, со стороны экспериментальной есть ветка. Почему нам от этих веток не могут подвести давление не с хватает. разных веток? Давление хватает. На всех давление. Как только вас подведут и подключат к этой ветке, Вот ключевое Вот слово воды не будет. сейчас и Воды- как только. Да. Вот Вот смотрите, ответьте по на вопрос, как представлению только, прокуратуры, сколько да, лет? в Как СИЗО только. тоже не было воды питьевой. В ЛИУ-5 тоже не было. Потому что я там работаю, я это все знаю. И прокуратура дала представление, и тут же провели осужденным, даже дали воду. А люди, вот нормальные люди, они не могут получить питьевую воду. Даже Уже в много свинарнике есть лет. вода, о Вот чём вы смотрите, говорите? да, и отключают. Ну, свиньям надо воду, а нам Подождите, нет. дайте я скажу. И отключают еще плюс техническую воду. Самое интересное, что ни одного объявления в доме не было. Это уже первое нарушение. Что вы сделали? Вы просто тупо ее отключаете, людей вы не оповещаете. Это не аварийное отключение. Это не аварийное. Я Каждый лично был год. свидетелем, как Подождите, в работник том году, теплосети можно я приходили договорю? молотками, Сейчас один договорю, смотрит подождите. молотками, один держит молоток, а другой кувалдой лупит по ней. чтобы Смотрите, пробить. это Ну, ежегодно что делаете, мужики? практикуется. А нам приказали, чтобы дали средства на замену труб, Выбиваем деньги. Давайте я договорю. потому что теплосети являются банкротами.
Тут же приходит их мастер-женщина, фотографирует, все, на этом кончилось. Сели и поехали. Скажите, у вас есть факт? Если такой факт есть, Вот здесь, Вот, вот в вот, этом вот, месте вот, долбили, вот, вот вот, здесь долбили. давайте Вы будем, все если видели? есть такой факт именно такого отношения к своему хозяйству, я готов обратиться в прокуратуру по вашему поводу. Но Уже дайте нужно факт, обращаться. Вот пожалуйста. уже У меня нужно. нету фотографий, Людей что они вообще это оставили делали, без Потому воды. что, понимаете, да, там работают тоже люди. Я Вот посмотрела в тот мимо, день, видела когда это отключили всё. Мы воду. все видели, что Я не все помню, видели, какое мы все число. здесь Просто я собрались. в окно курил, пепельница у меня стоит. И я курил, смотрю, что за стуки. Я открыл, тут сосед с 9-й 13 квартиры. или 7? И они пробивали, лично пробивали. Вот смотрите, Николай Анатольевич, вы мне пишете Там ответ. пробили, А, вот там значит, пробили. подождите, пусть договорит Пархоменко, проживающий по адресу Заводская, 22, квартира 7. А по данному адресу отсутствует холодное водоснабжение, подается техническая вода. Вы зачем людей вводите в заблуждение? Депутата вводите, нас всех. Вы вот такой мне даете ответ. Но нету никакой технической воды. Сейчас, Пойдемте в конечно, аварийная квартиры. ситуация. Ну, хорошо. Вы зачем тогда такие ответы даете? Вы лжеинформацию подаете Я людям. объяснил, что тут нет ветки холодного Я водоснабжения. вам еще раз повторяю, не надо писать ложь, пишите Это так, не как ложь, есть. так и есть. Ну, У вас нет ветки холодного У водоснабжения? нас никакой нету. Так, уважаемые, Сидите, давайте мы сидите, сейчас, сидите. у нас пошел-то, давайте мы конструктивно подойдем, да? У нас здесь снимает прямой эфир идет, специально вот для вас, да? Вот сейчас идет это самое от газет. Прежде чем что-то говорить, вы представьтесь, пожалуйста. Да? Я уже представилась. Вы представились. Да. Ну вот вы задаете вопрос, вы скажете, меня зовут это, я проживаю Кривенцова так, Ирина по Николаевна. такому-то адресу. Проживаю по адресу Заводская, 29, квартира 6. У меня Вопрос. такой вопрос. Раз мы не можем пользоваться технической водой, ну, как бы это понятно, испытания, ремонт и так далее. Предоставьте людям хотя бы воду бесплатно или как-то, я не знаю, как вот эта женщина должна идти на колонку с одной 5-литровкой для того, чтобы, извините, смыть свой унитаз. Как вот эта женщина, которая 9-10 лет, как? Я не говорю про нас молодых, да, мы сели, поехали, привезли воду. Как вот эти люди, которые не могут, как Вопрос они должны понятен. привезти? Записываешь, да, Николай? Так вот я еще хочу сказать. Постановление правительства номер 331. Здесь что написано? Устранение всех аварийных ситуаций на водоснабжении, горячего, холодного водоотведения внутридомовых систем отопления в течение 3 суток. 3 суток. Где? Вы ничего не выполняете. Теплоэнергия. водоснабжение Смотрите, же. нету. Это не водоснабжение. Дальше смотрим. Дальше смотрим. Вот здесь вот у нас есть еще, сейчас скажу. Так. Федеральный закон 416. Если вы нам отключили вот эту воду, хоть даже техническую, вы должны подвозить людям, обеспечивать питьевой водой. Тоже так написано. Никто ничего не выполняет. Правильно? Правильно. Ничего не выполнено. И еще вы пришли перед началом собрания и заявили, вы вообще не можете. А что тогда люди могут? Просто тупо сидеть без Значит, воды давайте и мы, умирать? согласно вашего предложения, давайте сделаем такое, о том, что все-таки нужно вам сделать перерасчет по данному микрорайону, Николай Анатольевич, нужно сделать перерасчет по поводу вот коммунальных услуг. Действительно, жители правы. Ситуация из ряда вон выходящая. Во-первых, есть отношения по технической воде. Но техническая вода это есть техническая вода. Но тем не менее, значит, я соглашусь с жителями о том, что объявление должно было везде быть расписано конкретно. Это первое. О том, что на такой-то промежуток времени данная система по технической воде находится в ремонте. Это жители должны знать. Любой житель информацию должен получить. Это первое. Второе. Все-таки давайте мы, Андрей Викторович, с вами выйдем с предложением на главу города Якутска о том, что сделать перерасчет необходимо в данный момент, потому что уже завтра вода это будет, я так понимаю, о том, что в системе, но перерасчет необходимо сделать. Нет, Спасибо. здесь вопрос не в перерасчете, здесь вопрос в том, что если есть нарушения со стороны Да, ресурсоснабжающей одни организации, нарушения, то вот правда, надо, вот как вообще бы, я просто думаю, ужас. уже принять меры соответствующего реагирования в плане того, что если есть нарушения, Ну, понимаете, надо- сегодня я не, наверное, у меня такой склад этого самого, да, наказывать, наверное, лучше сделать, чем наказать, да, человека. Показать на то, что житель, он должен получить услугу в полном объеме. У меня такое твердая уверенность о том. Если, значит, сегодня житель не получил услугу в полном объеме, даже если это техническая вода, и есть разрешение на получение, давайте сделаем перерасчет по поводу выплат. Либо пускай возместит это бюджет.
Одно из двух. Вы как депутат городской думы, наверное, должны это знать. Выйдете с предложением, и, наверное, нужно сделать это размещение. Это первое. Второе. Третье, значит, необходимо все-таки, наверное, обратить внимание со стороны теплоэнергии по подаче воды. То, что вы заполнили. Если вы подаете сегодня, значит, житель должен завтра уже с технической водой этой быть. Почему? Потому что разрешение на получение технической воды есть. Они все прекрасно понимают о том, что они пить ее невозможно и могут использовать только для технических целей. Санитарных нужд. Помыть полы, Да? помыть окна Да. и так далее, так далее, так далее. Даже стирать. Я помню, когда был городским депутатом, я приезжал и разъяснял о том, что стирать этой водой нельзя, потому что она, как вы правильно сказали, о том, что она идет с химикатами, для того, чтобы они засорялись трубы полностью. Что еще необходимо сделать? Я думаю, чтобы не Необходимо допускать пустить впредь грейдер такой на наши ситуации. дороги. Или Давайте по воде закончим, да? давайте, Я чтобы не понял. допускать впредь такой ситуации, нужно людей оповещать, нужно с людьми работать, а не просто вот сами вы по себе, люди тоже сами по себе. Мало того, что это аварийные дома, вы еще и перекрываете людям воду, там просто адище в этих квартирах. Я говорю, я предложила вот представителю теплоэнергии, Что еще мы можете тут- заселиться к что нам еще на мы неделю и нужно пожить сделать? тут, и увидеть, какие условия у людей. Это Следующий невыносимо просто. вопрос по поводу вот то, что Андрей Викторович Это нарушение прав Николай человека, Анатольевич прямые нарушения прав человека. Я объяснили это по так питьевой воде. Еще вопросы есть? Да нам хоть какая вода. Подождите. Мы готовы платить за нее. Все это готово. Ну, чтобы она была. Да, кстати, насчет оплаты этого самого. Вот здесь поступило предложение от управляющей компании, когда будет проходить водоснабжение, Николай Анатольевич, объясните вот это. Да, то Да, есть- до этого мы разговаривали с управляющей компанией, с вашим директором, да, Владимиром Владимировичем. Он Он был не готов пришел с нами на встречу? Нет, представитель есть, вот, заместитель его, да? Владимир Владимирович отъехал в командировку. У него поступило предложение, ну, я не раз его озвучил, заводская 14, это, по-моему, предложением воспользовалась, сколько я знаю, заводская 4/1, 4/2. Они бесплатно заводят воду в подъезд. И, по-моему, 2000 рублей, да, с квартиры, с материалом стоит. Да вы стоит заведите нам, мы, подводка. даже я 10 тысяч заплачу. Так вот, Вы только ее подведите. так к вот, дому хотя бы. когда До вопрос дома. касается денег, да, вот здесь, да, управляющая компания, она предложила свое предложение о том, что мы знаем о том, что обыкновенный кран отсекающий, да, который открывается, закрывается, стоит 350-450 рублей. Они просят 2000 для того, чтобы сделали разработку по квартире. Вот Да это. без проблем. Нет, Пускай сделают. Это без проблем, но 50% против. Хорошо, кому не надо, пусть Кому не делают. надо, пусть Я не делают. понимаю. Это ихняя Кто проблема. хочет, Нет, там же через квартиру надо должен- проходить. Там же через квартиру надо проводить. Понимаете? Там же не просто А так. вот да? за незаконную врезку надо штраф. Вот там проходит через квартиру. Нет, можно через стенку с коридора сделать. Здесь такие Давайте, стеночки. даже вот мы такие, будем И которые- вот в 2018 году, когда почему остановился данный проект, да? Потому что там вот, по-моему, просили 1000 рублей за то, чтобы подключить. Но вводили вот текст. Никто не предлагал. Нет, не вам, вот эти дома, Мы которые... года 2 назад по 12 тысяч сами собирали. Да, мы тоже хотели, да. Я говорю вам о том, Провести что водоотведение сделать. Мы И заплатили наткнулись по 40 на то, тысяч что 3 сами. дома выпало с этого. Потому что жители сказали, а мне денег нет. Либо бесплатно, Ну, это либо понятно. никак. Мы И через водоотведение свою сами квартиру, пока делаем. мне не дадите сосок подключить, да, к этому, ко всему, я не дам. И уперлись в это вообще проблему. Это есть, это жизнь. Мы без нее, к сожалению, кто Ну, с должен соседями мы как-нибудь разберемся. Вы, главное, Слава подведите к дому. Да. А там мы разберемся. Почему вот Андрей Викторович сказал о том, что это была большая проблема, была большая война. Да, действительно, в 2021 году сделали проект реконструкции дороги Можайской, в которую перенесли трассы все. Вы знаете о том, что почему дорого у нас стоит трасса, потому что они все трассы, мостовые переходы проходят по воде, по свету, по газу, по телефону, по всем этим самым вопросам, которые идут, это все переносится. И, как обычно, банально не хватило денег. Проект сделали, поэтому деньги перенесли на 23 год, и в 23 году начали интенсивно сделать. Трубопровод пока через дорогу не перетянули еще. Его пока только разобрали, еще это сам. Почему? Потому что у нас праздники, у нас жители жалуются о том, что дорога в плохом состоянии и так далее, и так далее. Здесь все накатывается одно на другое. То есть, но, значит, до сентября месяца данная дорога должна быть запущена, и через мостовой переход сюда вода придет. Она начнется До она 16. с малой, да? Это до СМУ-16. Это другая До ветка. СМУ-16. Центральная другая. точка. Это Откуда пойдет центральная кольцо. точка, от которой пойдет все разветвление Мархи. Ну, для того, чтобы в Мархе было нормальное давление, так как микрорайон большой, его должны закольцевать. Обыкновенная закольцовка трубы, которая идет сама. Если с одной стороны не хватает воды, она идет с другой стороны. Но как только в СМУ-16 появится вода,
сделают трубопровод, увеличение трубы там, по-моему, идет в 2 раза, да? Да, 2 раза. В 2 раза идет. Увеличение с 200 до 400. 4 раза. И водоканал сегодня эти деньги получил, и сегодня эти деньги готов тратить. Они есть. А потом водоканала не хватит. Как только... Нет, Водоканал хватит. Новый забор. вот вы правы, да? Вот я сейчас маленько прервусь, да, и я объясню, почему не хватает. Почему люди сидят без газа и почему сидят без воды. Банально, просто и хорошо. Сидят 3-4 земельных участка, которые уже построены, которые сидят, но не хотят оформлять. Когда к ним приходят и говорят, давайте мы газ оформим, вам нужно 5 киловатт. Они говорят, у меня дома нет. Хотя дом стоит. Закольцевали, просчитали, сделали все это самое, да? Получилась потребность газа, либо потребность воды одна. А потом, когда начали подавать, тот человек, который говорит, не хотел оформлять, говорит, а мне газ дайте. Так мы тебя не учли. Потому что ты же не дал документ. Получается нехватка газа. Начинается опять закольцовка. Опять начинается трата денег. И все это, те жители, которые добропорядочно заплатили, оформили, сделали все это на сеть, они без газа тоже сидят. И также собираются и говорят, а почему мы без газа сидим? Я вам мягко привел пример одного дома, когда не могли протащить через одну квартиру. И весь дом остался без воды. Человек уперся и сказал, мне бесплатно делать. Ты, Петров, иди и плати за меня. Почему я должен за себя платить? Посидели, те, которые делают, почесали затылок и сказали, мы сделаем последний очередь. И ушли. Обратно не вернулись. Виноват Петров, извините меня. Но я мог Который понять. сбаламутил. Который сбаламутил вот всех и сказал, давайте будем прокладывать через этот. И вот эти с газом из потребления с водой. И получается так, что приходится по новой закольцовывать, опять тратить деньги, опять жители остаются без газа, без воды, без отопления, без всего, без света, потому что многие не оформляют. Возьмите наш, у всех на слуху был микрорайон Северный Сапал. Третий раз туда закольцовку газа ведут. Ну это же ненормально. 2500 домов, а прописано 246 человек. Ну, Сатал нас не волнует. Нет, я просто привел пример. И сегодня вот этот вопрос до СМУ-16 доведут воду, и дальше эта вода пойдет сюда. Не, а дальше потом Сатал проснется и скажет, дайте нам воду. Хорошо. У меня Вот встречный это вопрос это о лет том, через что, 5, через смотрите, 6. по ХВС, значит, да? Все наши дома сейчас признаны аварийными. Да. Не получится потом так, что Получится. когда дойдет вода, Получится. нам скажут, идите вы лесом, у вас дома аварийные, вас снесут когда-нибудь, может быть. Нет, вот, вам такое, ничего вот проводить не будет. такое не получится. Но получится другое, о том, что вас несут. А я думаю о том, что 24-й год это такой год. Не сигнальный, как он называется, год, который... Высокосный год. Нет, не высокосный. Кто о чем? Кто о чем? Я не об этом. Там вот О эти том, цыпы. То есть там до то есть 35 года ждать не уже надо, это да? самое. Почему? Потому что я очень сильно жду, когда к нам приедет Совет Федерации. Он приезжает к нам 8-10 числа, где будет решаться вопрос по поводу фенольных домов. А в Мархе находится 29, да? Фенольных домов. 41 общий. 41 общий, Нет. 29. Они еще не признаны. Но тем как не менее фенольные. экспертизу Как делают. фенольные Ну, не экспертиза же у нас есть. Ну, у о том, некоторых есть, они же не все. Ну, я говорю, 29 признанных и 41 в общем. Я надеюсь на то, что начнут сносить эти дома. Я не думаю. Я думаю о том, что и после этого начнут сносить буквально. Еще лет Особенно 10 у вас на минимум. Якова Петерса, если вы работаете. Нет, вы нет, я уже там не живу, слава тебе, Господи. Ничего слова не сносить, а переселить должно быть. сносили. Снос, я за Снос и переселение. снос. Ну пусть сносят, Пускай что хотят. говоря, Поэтому, вообще наверное, скорее 35 всего, начнется с 23 по 24 год начнется массовое переселение. Здесь. Будем надеяться о том, что, но это уже зависит не от республики, это зависит уже от Нет, Госдумы. да, на следующий вопрос. Поселок просто исчезнет. А поселок исчезнет. Ну, это же как промышленная зона строился поселок. Он же не строился как жилой. Он строился как промышленная зона изначально, когда ставили. Давайте я маленько отвлекся, да? Маленько отвлекся. По энергии, вот что нам скажет, по итогу, дадут они, не дадут. Моя фамилия Рыбьевский Петр Валентинович, заводская 27, квартира 11. Николай Анатольевич, помните, было недавно собрание по поводу этого всего, когда со старостами? Да. Я подходил, мы с вами вопрос разговаривали, я говорю, а почему в доме не делают трубы? Лопнули. Ну, лопнулись, да? Вы же сказали, что там поставили хомуты. Помните этот разговор? Вот как бы вот представитель там тоже был. Вопрос такого вот характера, да, вы сейчас говорите, вот сейчас дадут воду, там лопнут трубы, допустим, да. Мы опять же с вами разговариваем по поводу, что есть такое, что будут менять на пластик. Опять Есть же, такое, было. да. Да, уже все. 27-й дом.
Нет, 27-й дом у меня там половина дома уже сами сделали. Я вам еще как раз приводил пример, что в 23-м за пару дней это все сделали, провели пластик, вот здесь есть люди. Вопрос такой вот, смотрите, везде перекрываются задвижки в дом. Вот, допустим, вы дали воду, да, начало потопление квартир, согласны со мной. Можно же дом перекрыть и заниматься устранением аварийным вот этого именно, вот этой проблемы, правильно? Ну, дальше же может вода идти? Может. Ну, вот, а вы говорите, получается, что как бы, что сразу все перекроется? Нет, дом перекрываться будут. Я до этого объяснил. Вот вы плохо то, что вы опаздываете, да, потом начинаете задавать вопросы, объясняю по новой. Авария была на центральной трассе. Это я все знаю, вот Николай Меняли Анатольевич по всё 6, по рассказал. 8 метров, кусками меняли трубы, да, о том, то, что те, которые были вставлены. Вот мы здесь спорили даже, чьи эти трубы были. Если к дому подходит вода и в доме обнаружится чей, дом перекрывает. Всё хорошо, У остальных понятно. будет. А остальных будет. То есть это так идет. Хорошо. Так у меня Не вопрос будут вот. перекрывать целиком трассу. Ну хорошо, ну вот получается, кому-то повесили, полопали. Вот все же, да, вот сидят же в группах киргородских, вот видео прямо там, прямо в квартире там течет там вот эти вот хомуты там поставлены. А почему сразу не меняли-то там? А пластик тоже? Нет, почему? У них же все в графике стоит. Они до конца отопительного сезона. Если Можно надо управляющая план компания? Идите сюда, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по графику замены внутридомового системы эти самые, когда у вас придет? В плане УЗП там все расписано. На собрании же вам разъяснял сам лично директор. Да, я понимаю. В плане того, помните, разговор был за счет того, что когда провели этот гидроудар, полопались трубы в домах. Помните? Я вот задал вопрос, мне было интересно. Сказали, повесили хомуты. Сейчас опять воду дадут, и у этих людей сейчас опять полопается, правильно? Логично же? Но вопрос, вот просто логический вопрос. А с того времени, когда был гидроудар, это было, если не ошибаюсь, 7 число, да. Уже сегодня какое число, ребята? 28. 3 недели. Вот, за 3 недели, я не знаю, можно было эти все вопросы уже как бы, ну, решить. Не говорю, что там прям всем надо было срочно менять, а вот именно вот делать проблематично. Сейчас вот 19-м какой-то дом затопит, скорее всего. 19-м, какой-то 19 дроп 1, который... 19 Нет, в 19-м Владимир Владимирович сказал полностью замена. Ну, в плане того, что я говорю, сейчас вот у людей начнет топить. Смотрите, все идет по графику. Есть специальный график ОЗП, который мы придерживаемся. Я понимаю. У нас аварийные вот эти вот места. Помимо, вот, да, то, что вы говорите, полопались трубы, ну, смысл сейчас, да, одну работу 2 раза делать. Если даже трассы нету, ну, в трассе воды нет. Не, он-то беспокоится за свою В смысле одну работу 2 раза делать? Поменять трубы, это называется 2 раза сделать, что ли? Ну, дом перекрытый же. Так везде все перекрыто. Да, в плане того, что сейчас... Не только один дом, весь массовая поселок. авария, грубо говоря, там, этот дом стрельнет, там. Вы как вот в один момент вы всю эту сможете вот это Нет, все все дома охватить? отсечены. Ну, зачем все утрировать? Ну, я не знаю, что Вот будет, человек задал когда- вопрос, да, почему когда за под давлением 21 это всё день будет. не провелось никакой работы в доме? Я Пока вам еще воды раз нет. разъясняю. То, что у нас есть определенный график, который мы придерживаемся. С какого-то по какое-то число у нас стоит... Давайте я попробую объяснить, да? Сегодня, к сожалению, данный фонд, он устарел сам по себе. Это мы все прекрасно знаем. Они дали это, шел некоторые, да, в этих некоторых квартирах шел не факт о том, что в данном доме может ничего не будет. Ну да. Сегодня проверить и делать, каждый раз возвращаться в дом, наверное, это неправильно. Они должны запускать сейчас по домам, где будут проводить непосредственно заполнение системы. Если где-то что-то пролить, они будут выполнять ремонтные работы. Наверное, это правильно. Вот это, наверное, вам Просто хотелось. я, видите, Я почему-то понимаю о том, то, время что утеряно. время, а как время утерять, если оно Ну, понимаете, будет система дом- пустая? Будет дом сидеть сейчас, вот будет там прорыв. Дом будет сидеть без воды, будет опять возмущаться этот же дом. Не, ну почему? понимаете? Заявку Ну, это уже подадут, не устранят, настолько дом. превентивные меры примут, Пока поставят под превентивно. а потом уже и Да, заменят. ну, посмотрим, да, как бы. Потому что сегодня у нас лето, да, мы все прекрасно понимаем о том, что если мы летом не проведем эти работы, это все вылезет зимой. А зимой еще хуже. Там опасно. Там опасно уже. Поэтому у них в первую очередь, и как у теплоэнергии, так и эти сначала обратить внимание на подводящие трассы. Они это дело выполнили. Заменили трубы.
Сегодня у нас идет замена внутри, это второй этап. Я понимаю о том, что вам как жителю, и мне бы было бы так же. Почему не сделали сразу? Ну как делать, если не знаешь, где прорыв? Как вот у группы сидим, они говорят, у меня вот топик там увидел такой, понимаете, вот топик. Еще раз повторяю, это Александр, что не факт, что прорвет в другом месте. Не, может быть, сегодня прорвет, а завтра не прорвет. Это же такая... Когда там 3 хомута на одной ветке у тебя в передовой. У меня вопрос есть к сотруднику теплоэнергии. Меня зовут Тарасенко Анжелика, я проживаю по адресу Заводская, 18, и у меня есть холодная вода питьевая. У меня вопрос, а что с качеством холодной питьевой воды, ХВС? На протяжении всего месяца из моего крана идет ржавая вода, которая в принципе для употребления нереальна. При стирке мои все белые вещи стали желтые. Вообще, что происходит? Почему такое качество воды? И когда будет вообще нормальное качество человеческое? Вы можете объяснить, почему вы бодяжите воду? Холодную питьевую с технической. Можно, да, ответить? Мы воду не бодяжим. Во-вторых, вот впереди было сказано о том, что у нас идет нехватка давления. Нехватка давления. Смотрите, что происходит, да, при нехватке. Когда перестает поступать, и тут же начинает ржаветь. А потом уже, когда вода появляется, вся эта ржавчина, естественно, попадает в вам. Это первый. Да? И второй, да, вот, то, что у вас в доме, возможно, да, возможно, передавливание идет со стороны Технической? Так технической воды-то нету. Откуда? Если технической воды нету, то, соответственно, первый вариант. Все. Какой первый вариант? Ну то, что вода Застаивается. застаивается, да? Получается, воды нету. тогда ХВС идет не питьевая, то есть получается... Питьевая вода с водоканала или Я водоканал еще... подает? Подождите, Вот она смотри. даже хлоркой не пахнет. Вы понимаете, я приезжаю в аэропорт, Она в не город, должна там пахнуть пахнет вообще. хлоркой вода. Здесь пахнет В баллоном. колонку наливаешь, с колонки Даже с воды, там колонки, вот, такой буквально, фан вот, идет хлорки, вы посмотрите, говорите, вот не это должна Да, и пахнуть. вот я вчера Это навозил, с до колонки. этого была Как чистая люди вода, должны это как пить? слеза. Да, вот она. Сейчас Вчера у вот нас... Когда я приезжают проверка, Колонки, вчера. санэпидемстанция, Роспотребнадзор, Ну, это пока из давление крана не увеличим, идет такая кристально чистая. чистая вода с запахом хлора. Как только Роспотребнадзор уезжает, сразу же в течение 2-3 часов уже Ковалевская Зинаида Михайловна с этим боролась, теперь буду бороться я. Опять начинается ржавчина. Нормально? Почему мы должны в ржавчине мыться, стираться, портить свои личные вещи? Потому что вас скоро всех Смотрите, спасут. да, вот, опять-таки, да, вот вы должны по-хорошему, если у вас есть холодное водоснабжение, обратиться сначала в управляющую компанию. Ко мне приезжали, составлялись акты. У меня нет никаких смешений воды. Это все идет с По трассы. всему дому. По всему дому. Не Здесь только это в моей проблема квартире. по Дело всем в том, что и эту по воду Валерке, вообще и не поросят чистую, чтобы такой водой пользоваться. Поэтому мы остановили в 18 году подключение воды. Потому что мы с года начали подключать. И пошли жалобы, потому что вода грязная, начали разбираться. Давления нет. И у нас получилось так, что по всему Кирзаводу идет ржавая вода. Нет, ну я бы поверила, если бы, допустим, да, вот смешение. Но это же Не, не нереально. смешение. Я не Смешение у нас не давления будет. нету на Кирзаводе. Все люди, когда подключат нам холодную воду, мы говорим, это точно такая же будет Так грязная запах ржавая вода хлора, идти. Павел Потому что нету Петрович, давления. У нас падает в пике до 0,3, 0,2. А почему нету давления? Потому что сейчас делаем магистральный водопровод на Даже Маршрут. берем две водоколонки. Новая Завод труба, идет 400. ржавчина. Мосточки идет. В каком году еще раз в очередной раз услышали? В 24-м? В этом году точно не было? Тут нужно смотреть конкретно А в в целом, да? 24-м нас соседи Теплоэнергия, собрались, теплоэнергия поэтому у нас- не ждите, не будет у вас холодной воды. Вас пересели. Вот и Смотрите, послушали. давайте вот сейчас вопросом задам, да, вот смотрите, я сейчас буквально вот минуту. Вот, Иван Дмитриевич, у вас же в этом году не заложена, да, прокладка? А в каком году вы закладывать будете? У меня рейд-программа именно на нынешнем. Не, ну это не вопрос. Нет, смотрите, если, допустим, сейчас появится возможность, да, ну, увеличить пропускную способность провода, да, там все равно какие-то мероприятия, нужно поставить водонапорную башню, опять же, да, сюда, к вам. Ну, смотрите, это все мероприятия водоканала должны. Нет, вообще, ну, По-хорошему. когда мы с вами разговаривали, вы же делали же это. Да, вот я как бы занимался этим вопросом ранее, да, на другой должности. Там должна быть вообще схема теплоснабжения поселка микрорайона Марха. Вот там оно, да, вот предварительные, они вот мы трассировку, помните, делали, да? Все проходили и так далее, как будет проходить труба и так далее. Это центральная зона, да, вот. И она от нее, от большой трубы, должно идти ответвление на потребителя. Правильно? Правильно.
Нету большой трубы. Ну, понятно. Сейчас пока нет большой трубы. Сейчас, допустим, появится пропускная способность у нас, да? Ну, Если мы сможем подключить внутриквартальные это кто будет увеличивать? Я про что и говорю. Если, допустим, сейчас у теплоэнергии нет средств, да? Ну, в этом году, в следующем году, да? Готовы ли жители, допустим, за свой счет каждый к своему дому подтянуть? Дай бог, это сколько обойдется? Много будет. Ну, вообще, как бы посчитать все. Не, ну это не забота жителей. Не, вообще я говорю. Это вообще чтобы не- ускорить этот процесс. Вопрос интересный, конечно. Нет, смотрите, можно это сделать, знаете, каким образом? У какого-то Вот. дома У нас есть, идет, допустим, например, хорошие трасса проекты, да? 20 метров от центральной трассы тянуть, а кому-то тянуть 3 километра. Средств вкладывать, да? какие-то Это же 10-15. накладно. Остальное все Зарплата выдает 30 бюджет тысяч. субсидию. Есть проект поддержки местных инициатив, республиканская программа через Минфин. Там тоже определенный процент вкладывает житель, а остальную большую часть дает бюджет республики. Так, вы сейчас к чему ведете? Это в Самому, самом... допустим, если сейчас у них, допустим, средства не заложены, да, вот теплоэнергии, если мы пойдем по этой программе, готовы ли жители свой вклад сделать? В зависимости, наверное, Надо сначала ну, считать зависит эти от программы. насчитанных Надо сделать. средств. Сколько уже и собрание Если будет, проект и будет решить стоить это на 10 собрании. миллионов, ну, я утрирую, да, если проект будет стоить 10 миллионов, Ну нет, конечно, то жители там, поселка. допустим, жителей нужен миллион, да, вклад, но это большой вклад. Можно привлечь спонсоров где-то, да? Есть 31 федеральный закон. Нет, понятно, но есть, я говорю, есть программы, которые мы можем пользоваться. Насколько я знаю, жители по разговорам жителей, что каждый, вот если бы нам каждому подвели бы ветку к дому, а остальное в квартиры жители согласны сами провести. Вот это да. А у тратить... УК Туймада же предлагал, потом запрет пошел, что давления нет на воду. Да, Все начали жаловаться, что ржавая вода как пошла. бы договоренности были здесь, вот, все дома были согласны. Подвести ветку к дому, а мы сами Да, все сами. да, было такое. К сожалению, мы это остановили, потому что, опять-таки, не Потому было что давления. когда встал вопрос о том, чтобы жителям жить в более нормальных условиях, то есть пользоваться водоотведением, скажем так, все скинулись и заплатили тоже, как скажем, немалые деньги, но провели себе, установили септики и все. Мы же сами все Конечно, сами все, конечно. Все делали вручную, Давайте итог себе подведем. проводили. Да. Все Ну, это самое. Я не нам говорю, нужны что точные никто ничего не делает. техническое Но мы живем здесь 40 лет. И все по-прежнему. И каждое лето у нас. Лето, все. Благо Мархинка вот у меня. То есть, получается, с внук живет сегодняшнего двумя детьми. дня у нас Я хожу поступление баклажками, технической таскаю воды это самое, начинается. Сейчас сегодня грязную воду. Зачем сливать? Каждая бочка стоит по 30 ветру сегодня будем- завтра по будем. ветру А будем вчера не заполнять, отказались но возить вообще. вечером, завтра Мы уже будет все это уже правильно. вода, наверное. Смотрите, вот вы, наверное, так объяснили, я поняла, да? Вот, допустим, если дом ремонтируете, вы его автономно отключаете, да? Ну, просто переходите, да, остальные пользуются. Да, да, вот это мы и хотим. Потому что, ну, пожилым людям просто Значит, невозможно. уважаемые жители, подвожу итог. Потому что мы по технической воде. Да, да, по технической воде. Ага. Значит, с сегодняшнего дня начинается заполнение центральной трассы. День-два, максимум 3. Будет заполняться... Нет, 3 нам не надо, Нет, пожалуйста. Не это пугайте зависит от нас. Ну, постепенно будет все равно наполняться. Для того, чтобы не взбудоражить, и к вам не зашла этот сам. Поэтому там есть определенные технологии заполнения данного. Следующий момент, значит. Как только трасса заполнится, начнут открывать дома. На этот сам. Я прекрасно понимаю о том, что здесь дома пойдут под заполнение, под давлением. Поэтому где-то может потечь. Поэтому, значит, в следующей неделе я просто вас всех убедительно прошу. Внимательно относитесь к этому. Если где-то течь пошла, сразу сообщайте это. Нет, администрация должна предупредить заранее. Значит, теплоэнергия, Какого числа должна... теплоэнергию администрацию я прошу на каждый дом повешать номера телефонов, куда звонить. Да, было бы В случае того, что сделалась течь. Я прошу это сделать. Это Внутри там Информационный стенд есть. информационный Да, сет. вот эта управляющая компания хорошая, кстати. И вот у Пожалуйста, них вся сделайте еще информация раз. есть. Проверьте по домам. Во многих домах я думаю о том, что этой информации нет. Это второе. Следующее. Значит, я все-таки думаю о том, что во многих домах пойдет течь. Соответственно, и данные дома будут закрыты до ремонта. Значит, управляющая компания у нас далеко ушла. Я прошу вас все-таки на информационные щиты повешать ремонт каждого дома, когда будет проходить. Это у вас в планах есть. Подготовка к зиме. Если это будет проходить в сентябре повешайте. Но люди, чтобы знали, что у них с 5 по 10 сентября воды не будет. Будет проходить ремонтная работа. Это на каждом неделю, я думаю, вам хватит, чтобы вы на каждый дом повесили непосредственно
Это объявление идет. Следующий момент. Николай Анатольевич, я прошу все-таки со стороны администрации это дело взять на контроль, на особый контроль. Именно по тем домам, которые находятся по технической воде. Начиная от того, что проверка информации, которая идет непосредственно для жителей. И, значит, если жители это, приглашайте меня, давайте будем смотреть эти вопросы, в этом вопросе. Что еще я забыл? По воде? По воде вроде бы все. По технической воде сначала. Давайте, чтобы. Потому что основная тема у нас сегодня Ну, на следующий год, если вот это запланированные будут какие-то у вас работы, да, то нужно это оповестить людей. Не надо вот так вот внезапно и вот так вот. Вы правильно, Каждый год вы это правильно практикуется. подчеркнули, абсолютно верно и правильно подчеркнули федеральный закон о том, что даже в аварийной ситуации все равно объявление Да. вывешивается. Это абсолютно верно и правильно. Я думаю о том, что сама управляющая компания. Вот у нас, например, в доме есть старший ответственный человек, она всех оповестит. Вот одному человеку достаточно сказать, и уже все будут знать об этом. Никто У нас ничего есть не группа сказал также и не Марфи, предупредил. Поэтому Давайте Надо было теплоэнергию еще хотя послушаем. бы Да? написать, Что-то еще? уведомить людей, я многодетная мама, мне 5 детей. Взяли, отключили воду. Я уже ушла заказ воду, бочка стоит 400 рублей. Понимаете? Да, и А, да, у меня совсем вот забыл. воды. Значит, Потом выйти с вообще предложением по заставляют. возмещению ваших затрат. Давайте, вот совсем забыл. А как вы будете возмещать, если А они водовозку-то привезти просто. Подъехала водовозка, не Ну, заплатила. давайте мы с предложением с этим выйдем, да, а там дальше пускай администрация думает, какой перерасчет. Подвоз воды должны осуществлять. Да, хотя бы Подвоз воды поставили согласно федеральному закону. Если отключили воду, значит вы должны обеспечивать людей водой. Потому что все частники возят, они могут отказаться от их права. Чтобы мэрия выделила деньги на подвоз воды. На Да, водовоз. субсидии выделены были. Давайте это тоже включим, да? Да. Еще что? Литров залили, 300 рублей отдали. Потом Хорошо. это лето, дети. Ну, И вчера это же вот заказала, они все-таки говорят, мы не летом будем, и нам дизентерия, и удобнее что сейчас угодно, и бассейны вспышка. Это заполнять. эпидситуация ненормальная. Уважаемая женщина, а, вот я одним ухом плохо слышу, да? Я Вы все такие горластые, да, и получается о том, Люди что идет просто уже общий фон. накалена обстановка, три Я устали понимаю, уже. ну, давайте мы же сейчас итог Поэтому подводим. извините, пожалуйста. А я думаю о том, что тот протокол, который составляется и пишется, там вообще бардак идет, да? хорошо, Потом еще долго сидеть разбираться. Мы сейчас подводим итог. Ну, извините меня за то, что я вас прервал. Ничего страшного. Но мы сейчас предложения вот эти рассматриваем. Договорились? Что еще я забыл? По технической воде. Точку ставим. Ждем воду, да? точно завтра, да? 2-3 дня ждем, потом опять бунтуем. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю. С сегодняшнего дня начинает заполнение системы. Система это большая. Вся Марха. Для этого уйдет 2-3 дня. Но я думаю так о том, что завтра к вечеру вода начнется появляться в квартирах. Дай бог. Но, скорее всего, будет она черная. Можно я добавлю? Да, конечно. Все эти вот мероприятия, да, которые вот, проводились, да, они проводятся ежегодно. Ежегодно. Соответственно, для чего это делается? Для того, чтобы пройти нормально следующий отопительный сезон. И от этого мы никуда не денемся. Это написано в правилах, да, если этого мы не делать не будем, к нам постучится господин прокурор. Да? Я вот прошу вас, да, всех жителей понять это все, да, вот, то, что мы останавливаем воду, это не от хорошей жизни, это для того, чтобы нужно мы уведомлять зимой не вмерзли. Это понятно, мы же просим, вы нас уведомите, вы напишите Нет, объявление. ну, Уважаемые теперь по жители, уведомлению, да? Не было же ничего. Смотрите, согласно правил теплоснабжения, да, как ресурсоснабжающая организация, мы обязаны уведомить об этом не вас, А кого? а муниципалитет. Хорошо. Что Они было нас- и сделано. Ну да, все В свою очередь, они должны оповестить вас. Нет, вот смотрите, вы говорите, если вы каждый год вот эти работы будете проводить, ну не месяц вы должны. Вот в одном доме 3 дня, Здесь- в другом доме, а весь поселок здесь- подключать ну, на смотрите, Так не может Смотрите, быть. почему? Мне покажите документ, где написано, что вы на месяц можете людям перекрыть Правила воду. теплоснабжения. Нету такого. Откройте и посмотрите. Ладно, давайте. Там не все будем есть. спорить. Я говорю, нету такого. На месяц вы не имеете права лежать по воде. технической воде могут. Межотопительный период мы По имеем. технической воде Нет, вообще не могут. имеете права. По технической воде технической, могут. да, могут. Ребята, это мы вообще вот говорим, что Если Уважаемые отсутствие- жители, еще если раз отсутствие призываю питьевой вас. воды, Есть то ли тогда только предложение трое еще? суток. Все.
Только Предложение по технической воде Ждем 3 подытожили, дня, сделали. потом опять митингуем. Да, давайте, я к вам приеду через 3 дня. Я сама вас пойду. Не, ну нам вообще не смешно, когда люди пожилые, да, которым по 80 лет, которые не могут себе вот закупить пенсию, знаете, какая мизерная, продукты дорогие, Я думаю, вода то, что мы с вами дорогая. через 3 дня встретимся. Ну вот это не смешно, мне вообще не Ну, смешно. вода будет грязная. Это антисанитария полнейшая. Она просто. протечет грязь. Потом Давайте в дальше 21 веке вопрос. не должно такое Вопрос быть вообще. по чистой воде, по планам городского округа город Иркутск по поводу обеспечения чистой водой микрорайона Мархан. Вопросы есть? Ну, больше пока нет. Когда мы будем жить нормально, обещаниями. без создания вот этих экстремальных ситуаций. То фенол, то воды нет, то Не, еще подождите, что-нибудь. вот- Посрать некуда сходить, ну элементарно. Насчет фенола я пытался тоже объяснить, если вы внимательно слушали. Я вам говорил про фенол. Про фенольное дома. Да что, мы живем, у нас онкология тут вообще один на одну. Я вам про фенольные дома только что сказал. К сожалению, Извините, я не слыхала, позже подошла. могу повторить, если надо. Можно? Давайте следующий вопрос. По воде понятно, по чистой воде. Еще вопросы, пока мы здесь. Так, песочки То, вы что на не детской касается площадке воды, можно завести. задать вопрос? Подождите, давайте про песочек. На детской площадке. Вот тут вот в этом доме. Тут у нас вообще так по идее-то нет таких, чтобы... Туда там площадка хорошая есть, но там далеко идти с ребенком. На 16 году. Песочка много не надо, пару Адреса постой, скажите. береги, хорош. Адреса? 27, Все детские площадки должны хотя бы. Допустим, здесь нету ни одной детской площадки. Не надо его машинами увозить. Я вот сейчас, извините, да, я задам один вопрос. Вот вам, про который... Нет, привезли бы это там. Если оно же детскую площадку уходит же болото. устанавливают, ее должны обслуживать. По закону, если обслуживание детской площадки ложится на плечи того дома, кто эту площадку заказывал. И в коммунальные услуги входит оплата за обслуживание. Небольшая, но входит. Готовы сегодня насчет детских площадок платить деньги из собственного кармана для того, чтобы детская площадка стояла у вас? Вы сами сказали, там небольшая плата. Я еще раз говорю. Но я думаю, у кого дети. Ну, вот, Нет, вот, нет, вот, у кого извините, дети, а у кого общее детей собрание нет, надо скажут, а зачем вам не нужна? Извините, все, независимо от того, есть в доме 18 квартир, все 18 квартир платят. И вот мы на это дело наталкивались уже не раз. Когда жители встают и говорят, а зачем мне детская площадка? Почему мне Детей включили? выросли, допустим, у того есть внуки, все равно, если к ним приезжают. А если не приезжают? Вам нужно, в общем, собраться, да, домом, допустим, да, Если дом вносит, собрать. Если дом Нет, вопрос сейчас не о том, чтобы поставить детские площадки, а вопрос о том, что вот у нас есть детская площадка между по песком. Привезите туда электрический песок. Я просила, я у себя потом Я не сделала зря, детям площадки. я не зря спросил, я не зря, Страшно их водить детей. Нет, вот между двумя домами стоит площадка. А на это ходите на пульс? Там вообще ужасно. Там Дырки, горки, куда там детям кататься. потеплее. Меньше 2 лет. Василий хочет вас. Я как бы обращался к вашему помощнику Николаю Михайловичу. Так, уважаемые жители, вопросы? Секундочку. Еще какие вопросы есть? Ну, насчет дорог хотела бы. Дороги начинаем. Кому обращаться? Вы уже ехали, видели, какие дороги ужасные. Хотя бы Ну, сейчас аукцион прошел, сейчас они начинают. Уже звонила в Народный фронт по Клашову Олегу Геннадьевичу. Он сказал обратиться в инициативную группу Попова Натальи. Ну как это все будет решаться? И вообще будет ли Вот решаться? за Кому обращаться? Народный фронт, я вообще не знаю, что вы там с ними беседуете. Ну какие. ладно, ну вы... Там они своей жизнью живут. Ну своей жизнью. Вот вы ехали, вы вот дороги это видели, про какие дороги. дороги? Они Да. вообще своей жизнью живут, и какие вопросы они решают, я Ладно, даже не могу пусть понять. живут, да. Нет, пусть живут. И хорошо было бы, если бы Народный фронт вот приглашал меня, как вот вы пригласили, да, чтобы я в курсе был, хоть что они говорят. Они пытаются сделать непосредственно. Я даже помню последний случай о том, что когда подняли «Газпром», поселок Газовиков, когда начали обсуждать вопрос автобуса номер 4, который должен обсудиться только в конце 23 года. Будет ли данный маршрут нужен и куда он должен идти. Подняли народ начал писать заявление, подписываться, собрали более 400 подписей.
А это был просто опрос. Нужен вам 4-й автобус или не нужен? Где он должен останавливаться? Где какие остановки должны быть? Они подняли вопрос о том, что вообще 4-го маршрута с завтрашнего дня перестает ходить. У ИПАКа глаза квадратные, у муниципалитета глаза квадратные, говорят, а мы такого не говорили. Кто это дело сказал? Поэтому с Народным фронтом я очень аккуратно общаюсь. Ладно, ну и теперь, Поэтому что они обещали, особенно господин Маклашов ваш? Он ничего не обещал. Не знаю. Ничего не обещал. Ну насчет дороги, что вы нам скажете? Как вот ездить по этим дорогам? Сегодня проведены конкурсы и тендера на дороге, на внутрикварталку тоже. Ну, закон. 20 числа у нас вышел протокол. На этап определения поставщика завершено, это в электронной системе ЕИС, да? Ну, В течение 10 дней мы подписываемся. В следующей неделе уже приступим. Просто как приходит весна, мы изначально начинаем просить, пустите нам грейдер. У нас здесь невозможно, мы своими силами откачиваем эту воду. Уже засыпали Там уже уже сами даже. Он засыпали проваливается. Ну засыпьте сами нормально засыпали. один раз. Купали пройдите щебенкой, с грейдером, засыпали. И будет нам счастье. Мы уже не просим хороший асфальт сделать. Вы хотя бы сделайте более-менее такую дорогу, чтобы могла водовозка проехать и вот так не болтыхаться и не бояться, что она Они отказываются перевернется и на ездить. детей. Это Там вообще зачем мне дорога ресурсы проваливается возле магазина, возле Ирена и большого Ну магазина. они Там она прям видели, наверное, проваливается. ехали. Вы же видели. Вы же все знаете. Ну, дефектовки же Чем делали на быстрее, этом. тем лучше. Результат должен быть вообще-то. Ну, вы понимаете, Ваша что мы работа, сначала делаем дефектовку, Как сначала вы не сегодня видим. видите? У вас же каждый год тут грейдер проходит, каждый год сыпем. Один раз А вот. сейчас что? У нас больше нет средств, чтобы ежедневно Ну, это все проходит, делать. когда очень много снега. Значит, Можно засыпать просто как-то надо, надо что-то раз делать, сделать. щебенкой или что-то. Они песком засыпали, все. Дождь прошел. Я просто поражаюсь, я, может, неправильно. Но у нас считается в России самый богатый регион по недрам. Это Республика Саха-Якутия. Но на какой-то грейдер не могут выделить деньги. Значит, все уходит на Москву, а сюда ничего не остается. Из кармана бриллиантик Вот я вытащил и каждую всё. неделю по работе бываю в Магане. Маган не относится как Жатай сам к себе, правильно? Он также относится к этому. Но там в прошлом или позапрошлом году сделали асфальтированную дорогу и зашли во все закоулки. Не так, как у нас центральная только дорога. Почему там могут сделать теплую остановку поставить среди леса? Я вам открою маленький секрет. Вот сейчас мы отсюда едем в Маган по дорогам. Там дорога отличная. Да, колонна отлично. Нет. Там нормальная По дорога. дворам такая же. Там дорога только В самом хорошая Магане, после до Магана 10-го там километра. есть отрезки, да. А в самом Магане, я имею в виду сам Маган. Я знаю, я там каждую неделю езжу. И я просто вижу, что там что-то делают, там сделали шикарнейшую Но дорогу. вы согласитесь о А том, нам даже что просто отсыпать нормально. центральная улица мы дороги за последние 5 лет делаем. Там не только на А что центральной, вот на там и изоляторе около. сделали дорогу, а что там все? Три дыры. Нам просто привезите песок с щебнем, отсыпьте нормально, и мы будем ходить, не ломать ничего. Так я вот говорите, дефектовку делать, то есть вы проверяете. По дорогам понятно. Еще вопрос. Там идет 3 трубы. Давайте мы с вами контроль сделаем. Ждем 2-3 дня, потом опять ветеринарий, да? Дело в том, что надо собираться не беспокоить. Я вас запомнила! Вечером. Да, вот я, например, тоже с работы ушла, у меня отчет там сейчас. И я вот тоже стою тут. Ну, отпустили, слава богу. Для решения Лучше ваших вечером, вопросов. и люди с работы придут. Давайте во вторник встретимся, контроль сделаем во вторник. Во вторник это во сколько тогда, чтобы... Потому что понедельник день тяжелый. Сегодня у нас среда, четверг, пятница. Через 3 дня, пока заходит, уже появятся новые вопросы. Время тогда скажите нам. Оповестим. Давайте посмотрим. Нет, давайте сразу решим. Вот сразу, иначе потом это все как бы размыть. Мне кажется, лучше к вечеру. Ну хорошо. Когда с работы едешь. Потому что там тоже есть встречи с населением есть, и я не могу... В сентябре 24 года планируют запустить ветку. А как мы узнаем, во сколько? Ну, чуть раньше, я думаю. А мы вам позвоним. Хорошо, Оповестите хорошо. сами. Ваш же номер телефона есть? Все, спасибо. Все хорошо, спасибо вам. Так, напомним, это интернет-газета в Якутии.ру. Сегодня 28 июня с 10 утра. Микрорайон Тирзавод, это Марха, город Якутск. Было выездное совещание по проблемам водоснабжения. Эфир сохраняем. Кто пропустил, жильцы домов, пожалуйста, смотрите. Спасибо за внимание.